Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как 2 человек засыпало грунтом во время прокладки трубы в Иннополисе. Покажем последствия неосторожного маневра водителя Форда на улице Аграрная. Несмотря на опыт, надо быть внимательным. Я виноват. В аварии пострадала 6-летняя девочка. А также 2 девушек задержали полицейские по подозрению в хранении наркотиков и детективная история, достойная сериала. Мне же вчера сказали, что уже за мной следит ФСБ, я в безопасности. Изощренный обман 26-летней жительницы Казани. Это и не только прямо сейчас. 6-летняя девочка пострадала в результате столкновения 2 иномарок Форда и Сузуки Гранд Витара на улице Аграрная в Казани. Ребенок, пассажир кроссовера, был пристегнут ремнями безопасности и находился в детском удерживающем устройстве. Но удар, несмотря на небольшие скорости машин, был довольно сильным. Несмотря на опыт, надо быть внимательным. Я виноват. Опыт, говорит водитель Форда, у него хоть и большой, за рулем 2,5 десятка лет, но не полный. До этого момента в аварию он не попадал. Я перестраивался, в мертвой зоне я ее не видел. Но все равно я должен был убедиться, прежде чем перестроиться. Мужчина рассказал, с кроссовером двигались в одну сторону, в направлении Мамадышского тракта. На светофоре он решил перестроиться в левый ряд и просто не заметил едущий рядом автомобиль. Здесь небольшая скорость вообще. Нет, я не так быстро ехал. И она не так быстро ехала. Вот, просто машину развернул. Она как-то касательная. Я же на эту сторону стал выворачивать. Ну и удар сразу произошел. Ну, разумеется, коснулся, ее развернул просто. Дверь заблокировала. Здесь, я так понимаю, радиатор потек. Чуть позже мужчина признался, он хотел сэкономить время и развернуться в запрещенном месте, чтобы не ехать до развязки с проспектом Победы. Устал и хотелось домой. Надо было доставить нам товар. Вот мы доставили последний заказ, как говорится. Едущий по левой полосе кроссовер не видел, не стал бы специально перегораживать автомобилю дорогу, но переживал не из-за помятого металла, волновался за здоровье 6-летней пассажирки Сузуки. Ну, она пристегнута была в кресле в детском. Ну, от удара, по всей вероятности, грудную клетку зажала. А что и как, это уже там надо обследовать. Такая травма грудной клетки пережала ремнем. С ней поедете? Нет, ее бабушка поедет. За рулем Сузуки была 32-летняя девушка. В аварии пострадала и сама, но от медицинской помощи отказалась. Я ударилась головой и коленкой. Рассказывает, как только поняла, что легковушка справа стала разворачиваться, пыталась избежать столкновения, но времени и расстояния для этого было слишком мало. Я переносила. Он передо мной. Свою вину в аварии водитель Форда признал полностью. Если владелицу Сузуки ущерб возместит страховая компания, что делать со своим автомобилем, мужчина не решил. На первый взгляд смысла его ремонтировать нет. Сильно изменилась геометрия кузова. Но и без машины, как без рук. Пострадавшую девочку после осмотра врачи отпустили на амбулаторное лечение. Госпитализации ей не требовалось. Рания Абдрахманова, Дарья Кореева, «Вызов 112». 2 рабочих сегодня вечером засыпало грунтом в Иннополисе при проведении земляных работ. Одного мужчину удалось спасти, второй погиб на месте происшествия от полученных травм. Они укладывали канализационную трубу на улице Спортивная. В этот момент стены траншеи стали осыпаться, завалив людей грунтом. Все произошло на глазах их коллеги. Мужчин пытались достать самостоятельно, но не смогли и вызвали спасателей. Одного мужчину, ему 22 года, они передали в руки медиков, он получил травмы. Его 50-летний коллега скончался на месте. По факту трагедии проводится проверка, ход которой прокуратура взяла под свой контроль. Организована проверка соблюдения требований охраны труда. Обстоятельства случившегося выясняются. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 2 девушек, водителя и пассажира Мазды, задержали полицейские ночью на улице Кулагинская в казанском поселке Царицыно по подозрению в хранении запрещенных веществ. И самих девушек, и автомобиль досмотрели. В салоне транспортного средства полицейские обнаружили сверток с неизвестным содержимым, который был направлен на экспертизу.
Сами девушки заявляли стражам порядка, понятия не имеют, что за сверток лежал в их автомобиле и кому он принадлежит. К нему они не имеют никакого отношения. При этом алкоголь, как показал экспресс-тест, они не употребляли. А медицинское освидетельствование, которое они согласились пройти по предварительным данным, не выявило в крови запрещенных препаратов. Сейчас стражи порядка ждут результатов исследования самого найденного в автомобиле вещества и анализа смыва с рук девушек. Экспертиза должна установить, что за вещество находилось в свертке и брали ли его девушки. И, исходя из этого, будет приниматься процессуальное решение. В историю, достойную детективного сериала, попала 26-летняя жительница Казани и ее близкие родственники. Путь к проблемам лежал через доверие, страх и нежелание проверить то, что ей говорили люди, которых она даже ни разу не видела. О пропавшей девушке, которая перестала выходить на связь, в полицию сообщил ее брат и добавил, что как только телефон стал недоступен, ему позвонил неизвестный человек и потребовал 1 миллион за ее освобождение. Мне с родителями все в порядке. Все хорошо. Они сейчас переедут, они. Да, мы все сообщили, не переживайте. У папы сердце слабое. Нет, мы все сказали, что вас нашли, все нормально, все живы, здоровы. Не переживайте, пожалуйста, ладно? Ей только что рассказали, что произошло, но девушка уже не знает, чему и кому верить. Мне же вчера сказали, что уже за мной следит ФСБ, я в безопасности. Для всех она пропала. Вечером, выйдя с работы, после 18 часов, телефон девушки стал недоступен, а ее брату позвонили неизвестные и потребовали выкуп. Сколько у тебя денег сейчас есть? 2 миллиона. Мусина 33/46. Через сколько там будешь? Адрес мужчина запомнил, но поехал не туда, а в отдел полиции. Там и рассказал о пропавшей сестре и требованиях неизвестных. Выяснилось, что после работы она направилась в банк, а затем ушла в неизвестном направлении. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что после посещения финансового учреждения родственница заявителя вызвала такси к одному из домов, расположенных по улице Хусаина Мавлютова. Водитель машины был оперативно установлен и опрошен. Мужчина пояснил, что клиентка отдала ему свой телефон, попросила отвезти его на железнодорожный вокзал Казань-2 и передать человеку, сидящему на скамейке рядом со входом. Однако, когда он прибыл на место, то понял, что никто его не ждал. Сыщики телефон изъяли и приехали к тому дому, где она и встретилась с таксистом. В этот момент к расположенному рядом отелю подъехали пожарные и скорая помощь, а из здания стали выбегать люди. В их числе была и сама разыскиваемая. Из сбивчивых ответов стало понятно, она стала жертвой изощренных мошенников, которые хотели обмануть ее брата. Но не получилось из-за его бдительности. Она сама уже не могла понять, кому можно верить, а кому нет. Не знаю, можно мне разглашать или нет? Можно. Можно, все уже. Говорите. Мне нужно идти в банк. Они дали мне инструкцию, чтобы якобы я хочу взять кредит. Они мне скинули Центробанк. Сотрудник Центробанка со мной связался потом. Она рассказала в день ее исчезновения. Ей в мессенджере написал руководитель организации, в которой она раньше работала, и предупредил, что с ней свяжутся сотрудники курирующего их отдела ФСБ. Они со мной с четверга где-то с 4 на связи. С четверга 4 дня? Да, я на работе была. Я, конечно, не поняла, почему по старому месту работаю. Через где-то минуты 2-5 мне позвонил куратор. Спрашивал, были ли у меня конфликты с бухгалтерией, где я работала. Она испугалась, страх стал еще сильнее, когда ей позвонили в очередной раз. В 6 я вышла с работы, села на вахту. Они мне сказали, почему я без предупреждения села на вахту. Попросили выйти срочно и не оборвать связь. Ей сказали идти в банк и взять кредит 750 тысяч рублей. Убедили, что необходимо опередить того, кто хочет воспользоваться ее паспортными данными и присвоить деньги. После чего всю сумму она перевела на указанные ей счета. Звонивший сказал, что после этого весь долг будет сразу погашен. После этого мошенники сказали обманутой местной жительнице, что ей необходимо заселиться в гостиницу под чужим именем и пожить там какое-то время. Так как тот злоумышленник, который якобы оформлял на нее займ, но не смог получить деньги, хочет ее найти и отомстить.
При этом ей запретили показывать паспорт, на ресепшене сказали избавиться от своего телефона и выведали у нее контакты брата. Позднее якобы сотрудники ФСБ с ней снова связались и сообщили, что злоумышленник узнал, где она находится, и уже направляется в хостел. Для спасения предложили поджечь номер и выбежать из здания вместе со всеми, слившись с толпой. В это время ее и заметили стражи порядка, приехавшие на место передачи телефона водителю такси. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают всех, кто причастен к этому обману. Вероника Гайнудинова, Нафиса Мнязова, «Вызов 112». Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.